У него древесина такая, пиздец. Так, не ругайся, короче, а то нас забанят. Мы уже в прямом эфире? В моем этом... Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы пока в самом начале слушаем музыку сейчас. Сколько там еще осталось? Так, я успею за чайком сгонять, дорогие друзья. Сейчас, подождите. Не ругайся тут, пока меня нет. Так, это был Ким Барзарсадаев. Какая-то вариация, видимо, этой бродяга к Байкалу подходит там. Тыры-пыры какая-то такая версия. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница, 14 ноября 2025 года. Сегодня снова с вами я в эфире, Зуртан Халтаров, и мой гость в студии Сергей Власенко. Сергей, ну что там? Как международная обстановка? Чем там Путин пугает население? Вот неделю назад, в течение недели. Вот я уже дня 3 не наблюдаю, потому что другие дела все. Я как-то не особо. Надень наушники, я тебя не слышу. Не особо как-то слежу за всем этим. Вот. Но кажется мне, что должно вот сегодня-завтра что-то сильно стрельнуть. Ты считаешь, да? Я считаю, да. Но, я Гуриева просто послушал, и Гуриев сказал, он, причем не без всяких переносных смыслов, что у Путина остались буквально часы. Он посчитал со своими выкладками всеми экономическими, у него остались часы. Ну там тоже противоречивая информация, вот там Путин и Мадуро, они так в связке идут, короче. Вот Трамп, да, казалось бы. как-то замерзло, видишь. Он сначала, да, Мадуро там на корабль сбежал, все, а сейчас это все раз, и опять же резко спустилось. Не, ну я думаю, что такие же тоже новости были по Башару Асаду. Появились. По Башару Асаду были такие штучки, короче, о том, что, значит, были какие-то вылеты. Были вылеты, значит. Так, что там? Были вылеты, значит, в этот самолета, типа, короче, в Москву. Из Дамаска там какие-то или еще откуда-то самолеты, типа, вылетали. Президентские. И буквально полгода не прошло, короче, а Башар Асад в Москве нарисовался, короче. И все, значит, и революция сирийская победила, и правительство установили, и президента выбрали. В Каракасе же официально люди говорят, появились зеленые человечки. Выгребают просто, понимаешь, что он ограбил режим, он выгребает и просто на самолетиком вывозит. То есть в этом отношении Трамп, он, видишь, он не как демократы. Ну да, мы договорились, вот так, честное, джентльменское. Вот как с режимом Лукашенко, например, договорились о том, что ты выпускаешь там этих политзеков, короче, мы санкции с Белавия снимаем, короче. Все по рукам ударили, Лукашенко со своей частью справился, так скажем. Не, еще не до конца. Ну, не до конца, но я имею в виду, что, видишь, тут ситуация такая, что кач идет такой, да, то есть Трамп, он, ну, там, привлекает, как бы, как шоумен к этому вопросу всеобщее внимание или к другому вопросу, например. А дипломаты, которые вот работали, которые в его команде работают и так далее, те дела, которые еще при Байдене не начинались, они продолжают. Вот против
ну, значит, белорусов против Лукашенко, да, и за белорусов. Вот у нас такая тактика, например. То есть, Лукашенко клепает политических заключенных до поры до времени, короче. Вот, ну, самых громких, самых ярких там выпускают. Кстати, вот Тихановский, оказывается, недавно премию выиграл Магнитского вроде как. Чего? Премию Магнитского, по-моему, присудили. Если я не ошибаюсь, друзья. Так, прогуглим сейчас. Ну и что ты думаешь, вот этот Путин там что-то, я вот помню это видео где-то даже, по-моему, на Deutsche Welle показывали. Сидит, значит, Путин и такой, типа, по бумажке там читает, что мы такие, да, там, отдать там пятому, десятому, ну, как будто кто-то там работает, короче. Я вот сейчас представляю, там реально как во всех в этих структурах, это как такой глубочайший совок вот этого 87, 88, 89 год, там абсолютно непонимание того, что происходит там, короче, да, вот эти вот людишки, которые раньше худо-бедно там что-то ради денег делали, а сейчас и денег нету. Там, говорят, некоторые регионы даже сталкиваются с тем, что у них, например, нет финансовых средств на текущую деятельность, потому что все республиканские или там областные какие-то бюджеты, они потрачены на выплату для этих, для родственничков, там, этих СВОшников, например. Да? Ну, что ты думаешь-то, что возобновят или это просто это так это блеф? Что возобновят? Возобновляют ядерные испытания. Не, да ну. Путин по натуре трусливый человек. Ты что? Не. Микрофон, пожалуйста, подними чуть-чуть. Он не будет рисковать. Он вот сказал про этот свой буревестник, про этот Посейдон. Ты знаешь, я еще лет 15 назад... Испытайте ракету. Ракету испытали, и Путин замолчал. Я, в общем, в свое время, короче, обнаружил, ну, такое движение трекеров, так называемых, там, вот Star Trek. В общем, и там, конечно, в русской вот этой сегментике интернета там написано, что, ой, да там, это вот у советских подсмотрели, вот это sci-fi, типа там разные планеты и все прочее. Какой-то фильм даже купили, переделали, короче, да, знаешь. Там есть какой-то там советский режиссер, он же чуть ли не отец там вот этой современной фантастики и все прочее. Ну, это чушь, конечно, естественно. Потому что там кто у кого украл еще, что называется. Другое дело, что понятно, какие-то кинофички и так далее, они, может быть, посмотрели, но это так работает. Ну и вот, никакого, конечно, отношения вот советская или русская мысль вот к фантастике современной не имеет, особенно вот к этому движению трекеров. Я вот задумался вопросом, они там корабли там с различной, там создают какую-то сингулярность, там еще что-то, короче. В общем, я посчитал, да. А сейчас-то вообще есть что-то подобное, ну, вот какие-то двигатели, да, что вот они создают, там, антиматерию, там, 5-10, короче. И гуглил эту тему, вопрос. И там было такое, что вот эти вот первые спутнички-то, они летали на ядерном топливе, там, скажем, 200 грамм урана, там, TCD, там, значит, вот этот, там, пластинка такая, там, что-то вот этот радиоактивный распад идет, она куда-то бьет, там, значит, в общем, какая-то, значит, тяга образуется, и в итоге за счет этой тяги он постепенно разгоняется до каких-то определенных, но он, ну, близко к, там, скоростям света не получается у него разогнаться и не получится никогда. Ну, то есть, я тогда пришел к мысли, что, наверное, ну, может быть, на другом уровне, так скажем, энергии там и всего прочего, конечно, может быть, что-то другое будет, да, и будем летать там в другие галактики, да, но сейчас технически очень даже сложно для ближайшей планеты долететь. Конечно. Человеку. Конечно. А тут, ну, в кино показывают, что через 200 лет люди там будут там в какие-то квадранты залетать и все прочее, короче. И я тогда прогуглил о том, что, оказывается, были вот на заре исследования ядерных технологий предложения сделать там ядерный самолет, ну, да. ядерный там, значит, все, танк там, да, и все прочее, короче. И они везде вот это совали. Ну и потом в конечном итоге оказывалось, что, вот представляешь, они эту ракету-то буревестник, а это 15 часов летела, я думал, ошибка, что ли. Да, а потом прогуглил, так и есть, он больше не даст энергии. То есть баллистическая ракета, вот эти там сколько-то тысяч, он за 5 минут пролетает.
А этот за 15 часов летел, 14 понимаешь? тысяч. 14 тысяч за 15 часов. То есть это у него скорость какая? Ниже там, чем у Ту-154, что ли? Ну, это же бред вообще. То есть, и Путин, ну, он настолько, видимо, тупой, и вообще, в принципе, уже нечем блеснуть. И я понимаю, что это Всякий вот бред 45-й несет. год, и там, значит, вот это Гитлер и вот его вундерваффе, то есть вот эта пропаганда, да, что сейчас будет вундерваффе. И Новое действительно, оружие. там вот эти местные ученые, там и так далее, они там какие-то монструозные проекты танков делали, там сверхпушки и все прочее. Хотя надо было просто взять, сосредоточиться на производстве одной вещи, например, да. Ну и там понятно было, что кто читает информацию, что, может быть, они там говорили, что мы сейчас какой-нибудь термоядерный синтез там обернем и так далее. Но немецкие ученые и техника, они вообще в этом направлении даже практически не работали Потому что все, над созданием ядерного потому оружия. что То есть, все может быть, уехали в они... Америку. Не, ну это понятно, но Америка-то они сразу как бы там же группа ученых, и потом Ну как бы американцы-то с чувством, с толком, с расстановкой ко всему подходили. Ага. Поэтому особенно тогда, в то время, когда там, знаешь, все очень хорошо работало, быстро и так далее. Ну и, собственно, все те технологии, вся та ядерная бомба, да, вот эта вот, которую в Советском Союзе испытали, они же должны были еще создать целую отрасль, которую они у американцев стырили. Да. Понимаешь? И тут сколько даже не ядерные секреты передавали, сколько секретов там очистки воды, например, там производство дезодорированной воды, там производство там центрифуг, там 5-10, это нетривиальная, так скажем, информация, и вот она способствовала тому, что в конечном итоге у Путина образовался, значит, такое, в советское время это называлось Министерство среднего машиностроения, короче, да, вот под это все дело. Сейчас так же. Запрятано там, вот это Красноярск 19 еще ряд центров, да, где там происходит обогащение, значит, производство того же радия, например, радиоактивного и так далее, чтобы боеголовки создавать. Там, значит, термоядерного синтеза, значит, нейтронные так называемые бомбы и так далее. Ну и вот, а где он собирается испытывать-то? Я такой сразу же задумался. Я да? думаю, нигде. А где ты испытаешь? Как ты испытаешь? Ну, подземные только. Подожди, а наземный полигон, это было, их ты было видишь, несколько. Он сказал, что мы испытали буревестник. Трамп сказал, они тут же ракету Трайдент испытали. И Путин замолчал. Все. Если они сейчас испытали... Так американцы там, когда он брякнул про это дело, я вот посмотрел, американцы на самолете Б-52 Да. Уже, Да. Поэтому, как говорится, показали вот такую желтую сказать, что, не дай бог, штуку. Где-то взорвет что-то под землей, на земле, под водой, сразу же в лед получит контузию. Американцы точно так же сделают. Ну, я думаю, что сейчас и следующий вот как бы вопрос, ну, там про Мадуро мы проскочим, ну, потому что понятное дело, что сейчас уже появляется, значит, информация, но не на пустом месте, что, значит, Мадуро уже вроде, мол, под гарантией американского этого готов, типа, покинуть родную страну там и так далее. Ну и, видимо, судя по всему, Куба готова его принять там за определенный процент награбленного. Но, видимо, пытается как бы контакты туда. Ну там что в Москве. На Кубе что ему делать? На Кубе так же херово, как и в его родной Венесуэле. Не, ну это же последствия вот этого социализма, да? То есть Венесуэла же вот еще 100 лет назад, когда там, собственно, у них была богатая раскрыли, как бы, так она самая богатая все время латинской колонизации, вот этой испанской колонизации, вот эта Венесуэла самая богатая была, самая обеспеченная, там самые ленивые вот эти, значит, представители этих, значит, креолов, там этих испанцев и так далее. Ну, потому что там все на мази было, понимаешь? И сверхдоходы просто, которые даже режим Уго Чавеса и так далее, они же там в Америку загоняли на огромные просто какие-то, даже, наверное, больше, чем Путин загнал, короче. То есть, понимаешь, и куда это все делось, вот сквозь пальцы, я не знаю, там можно было в этой Венесуэле, я не знаю, там какие-нибудь... Нет, еще какие-нибудь Дубаи, там Эмираты и все прочее. Ну, понятно, что там и население такое, ну...
откровенно говоря, оно такое не любящее, по-видимому, работать. И действительно там, может быть, сложный внутренний процесс был, потому что там вполне возможно, что еще та олигархическая группа, которая там сформировалась еще там со времен Писара и всех прочих конкистадоров, она там управляла, да, всем сидела, короче. И, в общем-то, население, ну, такое оно, в общем, ну, в системе распределения этого худо-бедно участвовало, как в Рашке то же самое, да. Сейчас вот эти путинские чиновники и так далее. А когда делать что-то надо было, ну, не учились, понял. А что учиться, зачем? Все и так есть, там фасьенда есть, там, значит, банановое дерево растет, 5-10. Давайте там пригласим каких-нибудь мигрантов там и так далее. И я вот читал такую интересную статью о том, что многие не понимают, что вот этот социализм Уго Чавеса и продолжающий Мадуро, он стоит-то на самом деле на национализме. То есть потому эфир прервался. Так, напишите, пожалуйста, звук есть, нет. Ну, в общем, ситуация в том, что сейчас смс-ку отправить, потому что там... Ну. Которые связаны с Россией когда-либо, с Советским Союзом. Назовите хоть одну, которая нормально живет, которая нормально существует, у которой люди спокойно живут. Хоть одну вот назовите. Ни одной нет в мире. Ни одной. Все. Куда только не лез Советский Союз, куда сейчас Путин не лезет. В Африке, он видел, даже взяли самолет, сбили. В Судане. Русский Ил-76. Показывали даже. Это когда было? Ну-ка, ну-ка. Это было 2 недели назад. Даже радовались. Мы сбили самолет и показывали. А кто был в этом самолете? Русские. Все, пипец. Не, ну ты знаешь, там у меня такое ощущение по той же Африке. В Африку начали вмешиваться именно в период деколонизации, когда там прошла, и Советский Союз, естественно, там имел свои и политические, и, в общем-то, экономические, потому что, ну, я не знаю, там те же бананы, апельсины и все прочее. Да, плюс, когда у тебя месторождение где-нибудь в Норильске, а зэков-то уже нет, уже баба-то не рожает в таком количестве. Кому копать, а вот в той же там где-нибудь Африке, там круглый год можно копать палкой-копалкой, понимаешь? Да, вот именно палкой. И инфраструктура от англичан, от французов осталась для того, чтобы все это дело вывозить. Ну, вот этим занимался, то есть Советский Союз, он занимался таким же колониализмом. Там есть еще такая статья, я где-то постараюсь вам найти и ссылку дать, есть, ну, как будто рассматривается, что совок, там, Русская империя, вот колониализм вовнутрь, типа. Ну, то есть это не так империя, допустим, как британская, которая там вывозила вот это все свое отребье, там вот этих вот, тоже, ну, они же там боролись там с этим, с увеличивающимся числом голодранцев и так далее, и они вынуждены были этих голодранцев просто паковать на суда и вывозить там в Австралию, нанимать во всякие войска и так далее, вывозить там в Индию и все прочее. Конечно, они там грабежом занимались. И, собственно, расовая теория, это же вот в Британской империи возникла. Тот же Конан Дойл, если вы его без купюр почитаете, эти, значит, произведения, там же они насыщены вот этим английским расизмом, страшным причем. Ну, они, правда, там рационализировали, там еще какие-то вещи делали. Ну, это для чего? Это то же самое, как в Рашке. Люди скопировали вот эти британские нарративы, да, и вот до сих пор их эксплуатируют. И мы, буряты, там, якуты, кавказцы, значит, представители Центральной Азии, мы, ну, просто тюрки, да, финно-угры, да, вот мы даем просто им пользоваться этим. И сейчас же вот в республиках, там в некоторых начали вопрос задавать, да вот мы там столько ресурсов отправляем в Москву, а нам там существенное недофинансирование и так далее. Вот с чем ты это связываешь, а? Сергей, что вот появились такие там высказывания снутри, вот у нас есть такой Качалов, значит, автор и представитель Донской республики, он говорит, что вот, да мы там, значит, вот на каких-то вот, значит, стримах там и так далее про это говорим, и вот там люди-то внутри в России-то тоже задумывались, вот видишь, тоже деколониальные вопросы поднимают и так далее. Я на него гляжу. Я так это же... не слышал такого. Ну, я говорю, ну, так а вы что, не понимаете, что это все срежиссировано, потому что народ вопросы задают, и, естественно, к кому они будут обращаться. Да.
они будут обращаться там, к Халтарову, там, другим деколонизаторам и так далее. Так, поэтому эти конторы и все прочие, они выдумали этих депутатиков, значит, Конечно. которые там вроде как фронту проявляют и так далее. Ну, то есть, что там, Трест.3.0 или как это все дело называется, для того, чтобы, ну, вроде как контролировать процессы, контролировать доступ к информации, например. Потому что мало ли они там какие-нибудь, ладно, там Халтаров и так далее, может, они каких-то еще более радикальных, значит, книжки начнут читать, нет, понимаешь? боюсь, уже радикальных нету. Ты же видишь, даже, я не знаю, насколько правда, но уже несколько дней вообще тихо, видишь, даже Собчак сбежал. Ну, я вот слышал, знаешь, месяца 2 назад, короче, была такая информация, проскакивала, что очень много элитной недвижимости было выставлено на продажу в Москве. То есть просто она вот стоит на продаже, короче, и вроде как даже продается с существенным дисконтом. И я почему-то подумал, ну, там дело в том, что между американцами и Советским Союзом было в свое время заключено такое даже джентльменское соглашение. В случае ядерной войны, куда они ударят. Советский Союз вроде выбрал территорию Москвы. И когда я вот помню, когда они Москву расширили и добавили к ней такой огромный кусок Московской области, там туда добавили эту новую Москву, так называемую. То есть, что они американцам сказали, что и туда не прилетит? Да, чтобы никакие трайденты не прилетали. Не, я говорю, чтобы в случае ядерной войны, да, то есть понятно, что Путин же вот он неспроста вот это брякнул. А зачем эти ядерные испытания делать, когда, ну, ты знаешь, как бы, что у тебя с технической и со всей точки зрения там какие-то ядерные, термоядерные или нейтронные боеголовки есть. Нет, да потом с другой стороны, мы же не знаем, может быть, они испортились с советского времени, может, их и нету вообще. Я думаю, что они испортились. Дело в том, что вот он угрожает всем. Я не понимаю, как российский народ этого до него не доходит. Что мы вот кинем сейчас бомбу и уничтожим там пол Европы. Как у русских не укладывается в голове, что вы кинете одну бомбу, а против вас кинут Соединенные Штаты, Франция, Британия, есть еще Израиль, и есть еще Китай, который тоже против ядерных этих всех увлечений. Китай сразу же, я думаю, он не будет бомбу кидать, он сразу же приведет войска все свои в Сибирь. Все, чтобы никаких бомб не было на этой территории. Я даже не сомневаюсь в этом. Си Цзиньпин не дурак. Он лучше сделает, как в стихах и в поэмах писалось русских, мы сделаем город-сад. Вот он придет и сделает город-сад. И все. Не, но дело в том, что, видишь, считалось, что ядерное оружие, оно вообще, ну, как бы, отдельный же статус, до этого же не было такого понятия, как оружие массового уничтожения. Хотя там потом к ним приписали там всякие вот эти поражающие мины, там осколочные, там 5-10, ну, которые неизбирательного так называемого действия. Но тут действительно как бы наука и техника сошлась в одной точке. Американцы еще демонстративно эти 2 бомбы скинули на Японию, ну, для того, чтобы там горячие головы тоже успокоились в Японии. А французы на бикини испытали? Не, ну это понятно, то есть у Франции там, то есть это показало, в принципе, что вот это нищая послевоенная Франция, ну я не знаю, правда, нищая ли она была, но тем не менее они за счет своих африканских колоний бывших, они смогли там добыть достаточно урана для того, чтобы ядерное устройство сделать и продемонстрировать. С другой стороны, эти так называемые испытания, вот, например, очень помню, в 94-95 году там что-то постоянно во французской Полинезии взрывалось там и так далее, все протестовали. А Жак Ширак, он, будучи президентом тогда, он как бы вот эти прям испытания, что-то там 20, 30, там 40, 50 устройств, короче, то есть они там просто утилизировали, я так подозреваю, потому что они хотели, ну, в рамках разрядки и так далее, то есть им нужно было что-то с этими устройствами сделать, но поскольку, видимо, устройства были так сделаны, что их переработать нельзя было, ну, их приходилось взрывать, и, собственно, вот этим делом там занимались французы. Но мы вот, буряты, например, есть такой Осинский район, и там есть 2 варианта событий. Либо это было подземное испытание, это этническая Бурятия, это Енисей-Адамура.
Либо это произошел какой-то, значит, несанкционированный пуск или несанкционированная какая-то детонация внутри шахты баллистической ракеты. И там произошло, видимо, не сам ядерный взрыв, а только произошел взрыв, там детонация оболочки и с распространением, значит, радиоактивных материалов. Потому что в каком-то вот, я не помню конкретно какой район, но мои зрители, они все знают, они там обязательно напишут, что резко увеличился середина 80-х, даже 70-х, наверное, годов, может быть, резко увеличилась онкология, резко увеличилось количество мужчин и женщин, умирающих от онкологии. С другой стороны, я подозреваю, что это могло быть последствия, на самом деле, ядерных испытаний, которые проводили на Семипалатинском полигоне. Так это далеко. Потому что, нет, дело в том, что наши, значит, исследователи в 90-е годы, когда, значит, там создавался один институт, Байкальский институт природопользования, ну, там пошли гранты на сбор земли, там, значит, исследования, там все прочее. Вот, не помню, как ее звали, Лариса Михайловна Хантургаева, по-моему, она вот этими вопросами занималась, доктор наук. Они ездили, проводили сборы как раз в тех регионах Бурятии, в которых зашкаливало аномальное количество онкобольных было среди местного населения. И они делали заборы, и они установили, что группа изотопов, быстро и медленно, значит, делящихся, которая образуется неизбежно при ядерной или термоядерной реакции, часть из них, несмотря на большую массу, значит, атомную, оно оказывалось в высоких слоях атмосферы, а там где-то на высоте там 20-30 километров, там же очень мощные ветра, и оказывается, вот эта зона роза вот этих осадков, она приходилась в том числе на Бурятию, вот на регион Саянских гор. Тункинский район, Тункинский район, значит, этот, как он там, Акинский район, и еще там соседний, я не помню, как он назывался. Нет, забыл. И вот они там заборы как раз проводили, и вот, значит, там том, такой мощное исследование был, там все по-научному, и тогда все это было предоставлено Потапову с тем, чтобы вот эти районы были признаны пострадавшими от, ну, как помнишь, вот эти чернобыльцы, ну, вот эта вся шляпа вот это была, да? Что они там какие-то имели там льготы, там 5-10, с тем, чтобы вот эти регионы, в которых вот это население живет и так далее. Ну и Потапов это все зарубил. То есть это должно было дальше пойти, быть разэтовано. И это все документы, они все есть, в архивах лежат, научные исследования и так далее. Вполне возможно, что они не совсем опубликованы, но тем не менее никуда же изотопы эти не подевались. Сейчас проблем нету, это все дело провернуть, исследовать по новой. И всех тех жителей, которые так или иначе пострадали от вот этих взрывов, ну, признать, ну, просто выплатить компенсации и все прочее. То есть вот этим мы как раз будем, ну, наш фонд будет этим заниматься. Будем блокировать проекты Росатома и так далее, потому что, ну, преемник их найдем в любом случае. С казахскими тоже фондами будем на этот счет заниматься, потому что, ну, что в Европе 300 миллиардов наших денег, моих конкретно денег, которые у нас русские украли. Ты имеешь в виду? За это, конечно, путинские? конечно. Нет, это там... не путинские, это мои украденные у меня, у моего там народа. Деньги всех, можно сказать, всех народов, да. Почему всех? Ну как? Россия, вся российская. Нет, у тех, кого ограбили, ресурсы там и все прочее. А ты думаешь, что полно народов, которые вообще никакого отношения не имеют. Нет, Татарстан грабили, я понимаю, татар грабили конкретно. Да. Башкиры грабили веками. А простых русских? Ну и ванюшек тоже грабили, но ванюшки к этим ресурсам никаких отношений не имеют. Они просто наемные работники были, которые там добывали, паразитировали, значит, и создавали вот невозможную среду для нас, для бурят, для татар и все прочее. То есть отношение такое, то есть когда Ванька
вдруг на это деньги рот разевает, так он никакого отношения. Он украл, продал этим иностранцам и так далее. Всё. Благодаря Кудрину это осталось за рубежом для того, чтобы, опять же, Кудрин-то не дурак, он специально эти деньги здесь, в Европе, положил, для того, чтобы они вообще работали, откровенно говоря. Да, и чтобы у него копилось. Чтобы не было украдено. Да, чтобы оно, если было украдено, то только... Ну и для того, чтобы, значит, режим Путина не шатали сильно. А хотя стоило, например. Ну, сейчас вот всем все понятно. Даже сейчас говорят, Путин вот недавно говорит, вот я сам не видел, но я доверяю, вот, допустим, Руслану Габасову, и там, значит, он ролик опубликовал о том, что Путин впервые произнес слово «пост-Россия». Слышал такое? Ну, это он сказал же не потому, что Россию изничтожит, а это он как раз в том смысле сказал, что это вот мы сейчас победим, и мы построим на этих обломках новую Россию, процветающую, с новыми территориями, с новыми людьми, патриотическими. Все, и будет у нас вообще страна патриот. Все, ты же знаешь же, интернет закрывают полностью, все закрывают полностью. Я вот с Краснодарским краем разговариваю, в частности, в Дианапский район. Вообще WhatsApp отключили и не включают даже. Понимаешь? Вот смотри, 5 ноября на заседании Совбеза России, изначально посвященном вопросам транспортной безопасности, спикер Госдумы педераст Вячеслав Володин инициировал обсуждение заявления США о возможном возобновлении ядерных испытаний. В ходе совещания он сообщил о новых американских программах разработки стратегических вооружений, включая межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с дальностью полета до 13 тысяч километров, атомную подводную лодку «Колумбия», систему противоракетной обороны «Золотой купол» и ракетный комплекс «Dark Eagle». Глава Генштаба Герасимов и директор СВР Нарышкин сообщили об отсутствии официальных разъяснений от администрации президента США Дональда Трампа относительно плана возобновления ядерных испытаний. Секретарь Совбеза безопасности Никчемаш Сергей Шойгу отметил неопределенность дальнейших действий Вашингтона в этом вопросе. А директор ФСБ Бортников запросил дополнительное время для детального анализа ситуации. Ага. И, значит, что там они, значит... И Путин, значит, напомнил, что в послании Федеральному собранию 23 года предупреждал о готовности России предпринять адекватные ответные меры в случае проведения испытаний другими странами, участниками договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вот такая информация там на сайте РБК, значит, приводится. Но вот... Адекватные меры, да? Закройте окна и двери, не выходите из дома. Вот это будет вся адекватная мера. Больше ничего ты не сделаешь. Тем более ракеты русские не летают. Ракеты были поставлены на боевое дежурство в 60-е годы. Представляешь, в 60-е, ну там конец 70-е. Прошло почти 50 лет, конечно, они уже не работают. Как они могут работать? Там уже крысы погрызли все провода, всю проводку. Ну, там насчет крыс, там, кстати, там интересная хрень была, что когда вот придумали полиэтилен высокого и низкого давления, ну, начали, его везде начали совать, там, значит, в том числе в этот, раньше же оплетка, она была такая, там, не пойми, еще резиновая, там, или черт пойми, что, проводов, или там плетеная какая-то, или еще чего-то, и вот они начали полиэтиленовые делать. Ну и вот крысы там какого-то первого поколения, они вот это не грызли. Но через какое-то время появились крысы, которые вот через 2 поколения грызли, короче, эти провода, то есть они ими питались буквально. И в итоге там действительно произошла такая система, что вот, это вроде как преподносилось ноу-хау, что крысы грызть эти провода не будет, а оказалось, что через энное время, короче, крысы приучились к этому. Так что тут логика в чем? В том, что если, дай бог, в американских лабораториях разработали специальных крыс, которых запустили в Россию, которые прям с определенной целью нацелены на так называемый ядерный щит, то я более чем уверен, что... Ну, это, конечно, со стороны Путина, я считаю, полностью блеф. Другое, что меня больше интересует, ну, допустим, ладно, не блеф, а где будет испытывать, в каких местах? Опять в Бурятии, опять в Якутии.
Куда будут кидать? На новую землю будут Да кидать? нет, никто ничего... Снова царь-бомбу будут Нет, я испытывать? серьезно Или говорю, что? что никто ничего испытывать не будет больше. Путин боится. Так, ладно, быстренько сейчас мы что-то... А, нет, у нас еще много времени. Тройку с пятеркой перепутал. Ладно, перейдем сейчас по поводу вот этого воя, плача со стороны хороших русских. Значит, 19-й пакет санкций, значит, и вот сейчас продолжают ныть по поводу того, что, значит, там вот и банки там блокируют счета, начали блокировать счета, значит, непонятных россиян. И еще, значит, вывели запрет мультивиз. Ну, и вот, и что-то изнылись. Я приветствую. Изнылись, и там, значит, какие-то доводы смешные, что зачем там этому Мышкину, Крышкину, там, значит, вот этим всем Красиковым этим и так далее. Они вот вроде как по мультивизам не ездят, короче. А как они ездят? А вот борющимся с Путиным россиянам мультивизы вот как жизненно необходимо. А я такой думаю, раз ты борешься, и тебя там не присадили, значит, ты хреново борешься. Нет, значит, ты не борешься. Или там получается такая ситуация, ну я вот прекрасно понимаю, да, я вот на одной конференции был там, ну тоже вот там какую-то московскую интеллигенцию в 22 году, вот как война началась, тут же они везде оказались эвакуированы через всякие там правозащитные организации, там все прочее, вот он там, я с Москвы, но теперь я в Париже. То есть вы не просто эвакуировали, а еще засунули в какой-то университет на стипендию еще, понимаете? А я говорю, а бурят никто не эвакуировал. Ну, там было, там, инфо-цыгане, там, что-то они как это распиарили, что они как будто руку приложили, на самом деле, просто тупо с дурачков собрали денег, короче, и тех дурачков, которые побежали, значит, и с них еще второй навар, короче. Ну, в общем, там, да, то есть, ну, целенаправленно вот такого, что конкретно мы там Баирку или Бадмашку собираемся эвакуировать, вот таких организаций у нас нет. А у них есть, у этих хороших русских, понимаешь? И многие, они вот, знаешь, как у них борьба такая вот, ну, она скрытная, знаешь, как операция И. А почему И? А чтобы никто не догадался, понимаешь? Вот такая борьба. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот они сейчас выпустили вот эту хорошие русские, опять же, выпустили, что там, ой, у Кадырова там 96 родственников там сидит в управлении. Значит, у там Путина там 28 родственников. То есть там лидер вот в этой системе там Кадыров, значит. Ну, у Кадыров просто, они как они искали? Просто по фамилии Кадыров и там, как бы, ну и высветилось, понятно. Да. Это естественно. А почему-то я не вижу судей вот этих. Вот даже у нас в регионе все практически судьи, это дети судей. А те дети тех, которые в 30-е годы выносили приговоры по репрессиям и так далее. То есть куда ни ткни, везде эта система присутствует. Да. В врачебной сфере то же самое, в науке. Там академик на академике, академиком погоняет. Там, да, все это есть. То есть, и видишь, они так еще вот так, хорошие русские, выдают, что мол, у Кадырова-то всех больше, типа вот это вот, они-то такие, а у нас-то нет, мы-то где? Мы-то где, значит, цивилизованные и все прочее. А я говорю, на кого вот эта пропаганда вообще рассчитана? На вот эту вонючую, хорошую русскую московскую интеллигенцию, у которых немощь, у которых нет родственников, которые не общительные, никому не нужны, которые своим родственникам никогда не помогали в своей жизни, понимаешь? Ну, то есть это социальные отщепенцы, вот на них рассчитана эта пропаганда. Так что ли получается? Потому что, ну, нормальный любой человек, у него нормальная семья, он всегда будет всем стараться помогать своим родственникам, куда-то тянуть, подтягивать и так далее. То есть, наоборот, вот это хитрая такая путинская пропаганда, я про что говорю, это такая двойная, с двойным дном. То есть, они одновременно выпускают эту пропаганду, вроде, посмотрите, там, непотизм, 5-10, а по факту-то оказывается, те, кто со стороны-то смотрит, ну, вот эти людишки, а что? Это значит, что Кадыров заботится о своих родственниках. Да. Ставит их на нужное место. А эффективно, неэффективно работает. Это уже другое дело. Это врачки, это вообще никакого отношения вообще не имеет. С другой стороны, если вот посмотреть на ту же Европу и так далее, там 5-10, так они тоже друг на дружке сидят. То же самое, тут веками
непотизм и все прочее, он здесь и присутствует, он никуда и не девался, и, собственно, Европа за счет этого и живет. Ну, то есть это такая наивная, вот такая, я тебе говорю, аутические такие расследования, которые на самом деле больше приносят пользы путинскому режиму, да? Да. А я вот, например, считаю, что правильно надо эти мультивизы отменять, потому что вот здесь был этот концерт, значит, этого Макса Коржа. Сюда высадилась бригада там 3000 россиян каких-то непонятных, которые явно с путинским режимом не борются, устроили здесь балаган с молодежью, короче, которая тоже из других стран, с Беларуси, с этого, так далее. Они же все это спровоцировали, все, что здесь происходило. И я считаю, что таким персонажам нужно закрыть въезд по мультивизам. Причем там очень сильная такая хитрая избирательность в этих московских и так далее посольствах. Вот у меня есть одна знакомая бурятка. Ей визу, значит, во Францию туристическую поставили на полгода, а она там с мужиком с одним жила в Москве. А тому на 5 лет дали. То есть азиатки, бурятки дали на полгода визу, а этому на 5 лет дали мультивизу. То есть, понимаешь, вот двойные стандарты такие тоже у этих европейцев есть. И, конечно, наша организация правозащитные в том числе должны работать на это, на то, чтобы вот бурятам, там, якутам, саха, чеченцам, всем прочим нужно давать мультивизы. А ванюшкам вот не надо, татарам тоже. Но дело в том, что у Ванюшек и денег нет еще. Ну и бурят тоже нет, что там, кататься, блядь, по каким-то Европам что-то. Поэтому это очень хорошо, что мультивизы отбирают. И что, да, все верно, говори. И что надо будет каждый раз ходить получать новую визу. А знаешь, почему еще вонька такая мощная пошла? Почему? Ну, я вот про непотизм там в среде правозащитников и так далее, когда они всю свою родню-то вывезли в Европу, говорил, так, а там же как бывает, там есть такие семейки, вот как вот они сделали, путинские там всякие, ФСБшные и так далее, НКВДшные. И одна-то часть семьи борется с Путиным, ну там отщепенцы всегда есть, аутисты там всякие вот эти вот, правозащитнички там так далее, интеллигентишка это московская гнилая. А другая часть пилит бабки. Понял? Что очень удобно, когда власть меняется, короче, а вот вроде там это, ну это тоже хорошие, это же мои родственники, там, какой-нибудь диссидентика иметь такого, знаешь? Как это в советское время, там вдруг внезапно появились тысячи заботящихся о правах человека, значит, советских людей непонятно откуда. Диссиденты тоже офигевали, короче, многие, а некоторые говорили, это наша заслуга. Хотя Григорян Сергей, он, диссидент, четко писал, что это КГБшный заговор. Заговор разведок, короче, этих социалистических. Для того, чтобы под видом, значит, изменений каких-то продать вот эти режимы, короче, чтобы они сами себя не съели, понимаешь? Я думаю, так и есть, если честно. И вот одна часть вот этих на мультивизах, значит, борющаяся с режимом Путина, якобы катается, следит здесь за имуществом этих ребятишек, знаешь, живут в домах таких отличных, в замках каких-нибудь. Вон там какого-то персонажа там, значит, разоблачили, что сынок какого-то там губернатора, он живет в вилле там ценой 10 миллионов евро. А я там Сергею Антонову, ну тоже с вашего съезда написал, я говорю, давай, Сережа, говорю, как там, оккупации или как они там называются, много ли там по Европе вот этих бедствующих всяких дурачков, которые там посула Навального там и так далее, там в Грузии, которые бичевали там и так далее. Здесь в Европе сейчас тоже подбичевывают. Я говорю, а что, давай, говорю, захватим эту виллу. И вместе с этим персонажем будем там в этой вилле жить, говорю. Понимаешь? И сейчас, конечно, эти все перепугались, как это мультивиз закроют, короче, а там же, ну, есть такое, там, что надо заезжать, выезжать там и так далее. Конечно. Да? За всем этим следить. Так вот надо, может, настоящим-то революционерам, вот вашему съезду народных депутатов, начать составлять список недвижимости, вот этих вот всех персонажей, короче, их захватывать, я там куда-нибудь в Швейцарию поселим, там, я не знаю, Муратова там, Цепенду куда-нибудь, там, значит, Мазалькова, Живицу найдем и тоже куда-нибудь посадим. Как думаешь? Ну, чтоб сидели там, будучи оккупасами, значит. Забаррикадируем вас там, это, кирпичом заложим, там, дырку сделаем, будем дырку вас кормить. Но главное, чтобы вы там борьбу вели в этих виллах, значит, этих всяких там.
Вон там сейчас же недавно где-то видео проскакивало, что какая-то там дочь Путина живет с какой-то подружкой. Ну, я не знаю, как они там живут. Как, И что? ну, где-то вилла вот во Франции у нее есть там, короче. А что я говорю, ну... Так у них... Здесь же проработан механизм где по это оккупированию у них, этих знаешь, где у них собственности. вилла, сейчас скажу. Бля. Ну, я говорю, На ну, берегу. но, понимаешь, то есть, если вы боретесь, короче, да, а потом вот начинается, например, я там где-то это, у какого-то там тоже В Биорице у них. у оппозиционера какого-то вижу, значит, там, ой, там вот, в общем, визу получили, да им негде жить, говорит, главное. Типа вот они только там с Грузии или с Турции приехали во Францию, я говорю, а так, ну, если они собираются жить на убежище, так пускай идут в лагерь с мигрантами жить, Да. пускай сразу Как подаются, положено, и там как все все. пойдет. А нет, они хотят, чтобы, видимо, туда-сюда кататься. То есть борьба-то она такая, может быть, где-то в Фейсбуке и так далее, а там-то никто не знает. Куда ты Ни едешь? ФСБ, ни участковый даже не знают, что они борются, понимаешь? А донатики, пожалуйста, я говорю, ну а как, ну, извините, позвольте, я говорю. Какие донаты там? Нет, Что, таких вот надо вот отлавливать. таких вот как Таких раз... надо отлавливать. Ну. И надо это дело пресекать. А их... И в этом отношении прав президент, бывший президент Эстонии, который сказал, если вы действительно страдали и боролись с режимом Путина, вам виза только нужна в один конец. Конечно. Никакой мультивизы вам так не это нужно. не только он сказал, все так говорят. Что А... всем, кто борцы, им виза нужна в один конец и один раз. Ну и вот, например, не помешало же этому агенту Рогову, например, через гуманитарную визу просочиться. Просочился. Просочился, так вместе еще с женой. Так жена еще и ездила в Россию. Так в том-то и дело. И я вот сейчас почитал статью в этом, значит, и почитал международная защита, значит. В этом году, в 25-м, значит, утрачено 200 там, что-то 38 человек утратили международную защиту здесь, в Польше. Лишили их, да? Из них 198 россиян. Это лишили их. Да. Это очень хорошо, но мало. Не, ну то есть фишка в чем? В том, что... а я такой думаю, а как можно? Это первое, это... как можно лишить? Это угроза национальной безопасности. Польша. Это что, только шпионов, что ли? Да. Второе, катались в Рашку. Да. Ответ, это, то есть там вот Рогов и жена его, например, да, вот из этих 198. Жена его ездила. Ну да, вот они утратили, да, ну в этом списке они тоже есть, скорее всего. Вот они утраченные, короче. А все остальные кто это? Это те, которые катались туда-суда, короче, там через третьи страны, там через какие-то, там ехали до Турции, условно говоря, с Турции там на русском паспорте катались и так далее. Ну, вот информацию, там турки слили, грузины слили, там еще кто-то слил, понимаешь? То есть, и вот такие, я говорю, таких борцов, а кто их сюда нарисовал вообще? За какие шиши, на какие шиши они вообще здесь живут? Подались тут же на международную защиту, 5-10, короче. Понимаешь? Получили учебу и стипендию. Скорее всего, просто перевозили капиталы, боясь, что при Путине там эти капиталы отожмут за какие-нибудь там проделки, делишки, там 5-10. Здесь их за это время легализовали. Понимаешь? Ну, потянуло на березки вот этих персонажей, короче. И они тоже вот как формально, они идут как борцы там с Путиным. Большей частью там подавались и так далее. У нас тоже он в США через одного борец с Путиным сидит, короче, понимаешь, там. И одной рукой, типа, баранку крутит, другой, типа, с Путиным борется, а третий покупает в Улан-Удэ хату, короче, на деньги, заработанные в Америке. Ну, не сам, не на свое имя, там, сестрам пересылает или еще кому-то, короче. Ну, то есть, способствуя укреплению режима Путина на американские деньги. Таких тоже надо вылавливать в Соединенных Штатах, отбирать все, что есть, короче. Весить еще там налоговые, значит, неуплату налогов, да, короче, там, на пару миллионов, короче. Ну и высасывать все. Хочешь, либо сидишь, либо мы тебя депортируем. И таких персонажей тоже достаточно. Таких очень достаточно. Отлавливают их.
Ну, я вот говорю, вам надо съезду народных депутатов этим заняться, Ой, короче. У вас же полно вот что ты? людей, которые вот эти, которые могут вот эту программу через ПАСЕ там двинуть там и так далее. Что сейчас же там в ПАСЕ или где-то в Ой, Европейском Союзе решили создать комиссию, короче, или там организацию, которая бы боролась, выявляла путинскую пропаганду. Ну, то есть ее настолько много, по-видимому, Я слышал, вот, что уже есть влияние на вот этих, ну, не очень да. образованных, глупых Дело в том, европейцев. что, по-моему, только в Польше за этот год 746 вот случаев всяких шпионских и вот таких бардачных. Ничего себе. Да, это отлично, прям я послушал, думаю, ничего себе. На самом деле 746. Представляешь? Это только выявленных. Еще не выявили, Только выявлено. еще не выявили мента-правозащитника Евгения Хасоева, его подрывную деятельность. Ну так надо помочь выявить. Но я думаю, разберутся. А то, знаешь, там это такое. Ну, лучше вот, понимаешь, бывает такое, воняет, короче, лучше его не трогать. Тронешь, еще сильнее развоняется. Ну, типа скунсом, что-то такое неприятное. Ну, мои зрители, они его знают. Так что, Этого Хасоева. ну. Бывший мент. Ну, я вот вообще сейчас вижу так, бывших ментов очень много. Вдруг с какого-то момента они там все правозащитниками стали. Они стали там, значит, деятелями, значит, национальных движений. Ты не слышал в Испании казачество испанское? Испанское казачество восстало. Да. Что там? Что тут? Нет, что что главный казак в Испании, главный казак русский, по фамилии Василенко, он там детей воспитывает, казачество учит. А он вообще был киллер номер 2 в России. А, то есть это какой-то представитель организованной преступности, да? И там, причем значит, прикрываемой властями в Испании организовал казачье общество. Казаки там, они пляшут, скачут, детей воспитывают. Василенко, и главное, что и испанцы как-то смотрят на это. Он там недвижимости набрал кучу, и испанцы почему-то на это смотрят спокойно. Чуть ли не Власенко. Понимаешь? Василенко, если бы была возможность, я бы съездил бы в Испанию. Посмотреть на него. Понятно. Ну, в общем, вот Сергей уже предлагает сходу Да как? Я начать предлагал заниматься. еще, когда приехал сюда. Ну, все, да, Пономарев говорил, ой, все, начинаем. Ладно, там это ваши нутрики, это короче, не ваши нутрики. это чисто... не для нашего радио. Ладно, дорогие друзья, мы подходим к концу нашего эфира. И, в общем, предлагаю послушать вам в исполнении Дугаржа Падашиева, значит, гимн Бурятии. Сейчас мы включим. А у вас фамилии вообще с времен незапамятных такие, вот как сейчас, нет? А? У нас фамилии не было никогда у Буря. Ну, а было имя только. А имя? Вот имя и все. Привет. Ну, знали род, естественно, откуда происходишь, короче. Земли знали. Это не так, что мы какие-то там, как цыгане, там, безродные, без земли, без этого. Да. Конечно. У нас все было уже поделено давным-давно. Ты что, еще там? Еще 1000 лет назад, 2000 лет назад. И для того, чтобы это все вернуть из русского рабства, повторяйте каждый день. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.